Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Серьезные перемены в вашей жизни. Что вы получите, а что потеряете? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Какие серьезные перемены произойдут в моей жизни? Что я получу, что я потеряю? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим на ваши серьезные перемены. Для начала посмотрим, что вы потеряете. Так. Ну, я так скажу, у вас тут какая картина, да, она со смещением рисунка, и говорит она мне о том, что тут прям чистка пройдет в вашей жизни, прям конкретная чистка, и она уже идет в вашей жизни. Вы уже чувствуете, что что-то происходит конкретное, что-то меняется в лучшую сторону, прям уже улавливаете, да, какие-то вещи уходят. Это уже происходит, потому что, смотрите, как рисунок, да, у нас смещен. Что будет происходить дальше? Ну, во-первых, я вижу, что вы просто-таки метлой пройдетесь по своей жизни, прям выметите какой-то мусор, грязь, клочья, я не знаю, может, кто-то даже дома будет наводить генеральную уборку, избавляться от старых вещей, и в ходе этой уборки вы найдете какие-то необычные вещи, просто такие необычные вещи, которые вызовут у вас очень много вопросов. И знаете, вот первая мысль, которая вам придет относительно этих вещей, она будет правильная. То есть вы найдете какие-то часы, поломанные, обмотанные непонятно чем. Вы можете найти перышко, вы можете найти какое-нибудь, я не знаю, пустое что-то, там маленькое пустое, непонятной тоже какой-то формы и чем-то вот обмотанное, как что-то кувшинчик, я не знаю, что-то вот прям сосудик, что-то небольшого размера. Вы будете это находить, кто-то найдет один предмет, кто-то найдет несколько предметов. Тут и иголки могут быть, причем такие вот, я не знаю, ну, тут что-то все идет перемотанное, обмотанное, либо чем-то перемотанное. Найдете вы такие артефакты, которые вот прям первая мысль, которая вам придет относительно этих вещей, она и будет правильная. Я не люблю говорить про магию на общих гаданиях, но тем не менее, вот если идет, значит надо говорить. Смотрите, все, что вы найдете, ручками не трогайте, на бумажечку, совочком, вот как угодно, да, вот прям как угодно. Хотите перчаточки, если есть у вас такие прям плотные, не тряпичные, а резиновые, вот эти можно взять. Либо жгите, либо в проточную воду кидайте, либо на перекресток. Но я, конечно, больше рекомендую пожечь, потому что огонь, он очищает. И вот эту вещь вы вот взяли, да, на совочек, солью ее прям так присыпьте хорошенечко, да, потому что соль, она у нас нейтрализует все неприятности. Вот. Но это, конечно, уже такие подклады, очень такие бывалые, плюс к тому, что это может быть даже и не совсем вам делалось, да, может быть, это уже там прям года на них, на этих подкладах. Вот, кстати, кость тоже у кого-то может быть. Но все, что вы будете находить, оно как будто бы чем-то обмотанное. Какими-то, может быть, нитками, волосами, чем-то обмотанное. Вот, мои дорогие, будьте аккуратны. Руками не трогать и выкидывать. Знаете, вот очень хорошо, вот время пришло вам именно провести такую глобальную чистку. Эта чистка будет не только вашего дома, но и вот вашей, скажем так, головушки светлой, да. Все вы почистите, все вы уберете. После этих чисток обязательно и себя хорошенечко очистите, да, хотя бы если не знаете как, водичкой, да, вот водичка, она очень хорошо очищает. Побольше пейте и почаще, например, в душ ходите. Если вы живете рядом с водоемом, прям таки ходите к воде, ножки туда опускайте, пусть у вас огромный водоем чистит. Прям представляйте, что вы чиститесь, что весь негатив из вас выходит через ваши, например, ноги, да, в воду идет. Так, следующий момент. Здесь у вас слон.
слон, который хоботом вверх, но он развернут в неправильную сторону, в неправильном положении. То есть вы поймете, что у вас где-то что-то не так идет, да? Что-то вы не то делаете, почему у вас там карьера не строится, почему денежка не идет, придет к вам, как знаете, осенит вас, да? Что я делала не так, что мне нужно по-другому делать. И вам удастся этого слона развернуть в правильную сторону. И денежка пойдет прям таки, знаете, потихонечку сначала так вот кап, 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 потом все больше и больше, прям поток у вас денежный может открыться. Поймите, что делаете неправильно. У вас что-то вот, ну я не знаю, тут какая-то энергетика, скорее всего, заблоченная, и она вот внутри вас, да, что-то вы себе сами какие-то блоки установили, что что-то я не могу, это не мое, это мне туда нельзя, это страшно, это я не справлюсь. Вот это вам мешает, ваши внутренние зажимы. Вот не зря вышла, да, вот такая генеральная уборка. Ваши внутренние зажимы нужно обязательно раскрыть, да, раскрепостить и поверить в себя. Вот это нужно обязательно. Смотрите. Вот вы человек, да, который вот просто в разные стороны растерзан, и над вами просто какая-то огромнейшая глыба проблем, и вы ее у себя над головой держите. Если вы ручки уже затекли, понимаете, устали ваши ручки. Если вы руки опустите, то вот эта глыба просто-таки вас, ну, накроет и раздавит. Да? Вы как титан, который на своих плечах держит целый мир каких-то проблем. Я скажу так, вот это тоже нужно разобрать, потому что не все проблемы ваши, не все проблемы действительно являются проблемами. Здесь нужно делегировать, обязательно нужно делегировать свои полномочия. Касается это семьи, семейных отношений, там, не знаю, бытовых каких-то вопросов, рабочих вопросов. Вы слишком много на себя взяли, чужого взяли, не своего. И те дела и вещи, которые могут без вашего участия сами по себе происходить, осуществляться, отпустите их в свободное плавание, потому что вы прям себя, знаете, вот ко всему, все, что могу, да, вокруг себя собрала и к себе привязала, да, прям такими огромными канатами, которые тяжелее, чем само дело. Пересмотрите, слишком много ненужного и неважного вы себе закидали наверх, а это очень тяжело, реально тяжело, можно надорваться. Так, еще из негатива. Здесь есть человек, который вами пользуется, причем достаточно конкретно, на руке висит, на ноге висит человек, который вами, ну, питается, знаю, ну, как это правильно сказать, да, вас потребляет, вот, потребитель. Человек может быть с вами в паре, в браке и там третировать вас, доставать, обижать, ну, абьюзом заниматься, да, а может быть ваш какой-нибудь любимый человек, да, любовник, у которого, например, есть семья, при этом человек вас использует и говорит, что ой, я там разведусь, уйду, и 5-е, 10-е, сам при этом ничего не делает. То есть я вижу, что кто-то у вас подворовывает конкретно и ваше время, и ваши ресурсы, и ваши эмоции, просто вами, на вас, вернее, да, паразитирует человек. Нужно ему дать отпор, причем конкретный. Не бойтесь одиночества, вообще не бойтесь, это не ваш приговор. Я вам так скажу, что лучше быть одиноким человеком, да, чем подкармливать другого. Вот, вы себя тратите, понимаете, вы себя тратите. У вас уже какая-то вот усталость, и синяки под глазами могут быть. И что бы вы ни делали, как бы вы себя не вытаскивали, прям вот самочувствие, прям, скажем так, не очень. Это все потому, что теряете очень много энергетики. Так. Следующий момент. Я вижу еще из того, что от вас уйдет, да, что вы потеряете. Вы потеряете, скорее всего, друга, но это не друг, это вдруг, да. Это человек, который прикидывался другом, скорее всего, это женщина, достаточно скандальная, но при этом, ну, деловая такая, бойкая, что ли, не знаю, что-то вот у нее есть. Вы потеряете с ней контакт, это будет неожиданно, нежданно. Будете сожалеть об этом, но через время вы узнаете от других людей, что она творила непотребное, что она, скажем так, на вас там просто, там, не знаю, ушат вылила какой-то грязной воды, оболгала, обокрала и 5-е, 10-е. То есть узнаете об этом. Вот если будут происходить такие вещи, не сожалейте, понимаете, что так и надо, так и должно быть. Так, давайте теперь посмотрим, что же к вам, что вы получите, да, что к вам идет. Что вы получите? Что вы получите? Что вы получите? Что к вам идет? Так, ну любовь к вам идет, счастье к вам идет.
Да, тут главная тема — это любовь. Любовь двух людей, двух партнеров, хорошие партнерские отношения, отношения, которые, как говорят, по судьбе. Мало того, здесь еще у нас волк вышел, который на Луну воет. Вообще прекрасно с вашей стороны. Дух вашего рода — это вообще прекрасные знаки. Это говорит о том, что вас и защищают, и вам помогают, и вы сильный человек, ваш дух очень сильный, понимаете. Кстати, еще он намекает на то, что у вас есть мистика в крови, да. Вы, может быть, человек с высокой интуицией, может быть, вы одаренный человек в плане тонкого мира. То есть все это может быть, все эти знаки здесь присутствуют. У кого-то будет так, у кого-то по-другому, у кого-то вообще все вместе будет находиться. Так, смотрите. Еще из того, что вы получаете. Ну, тут, во-первых, у вас дороги меняются, да. У вас сначала один идет приоритет на ресурсное, на материальное. Вам денежка нужна, вам нужно признание, вам нужно дело ваше. Именно вот прям 100% ваше, что делаете вы все правильно, что вы молодчиночка, и что все вас за это любят и уважают. Это вы и получите. У вас здесь 2 козла, извините, но так они и есть, 2 барана, 2 козла, которые между собой долго бодались. Какие-то отношения, которые никак не строились. Это опять же таки может быть и как по любви, личной жизни, так и, например, на работе. Я вижу, что вот это вот война, да, противостояние, оно закончится. Закончится ничьей. То есть тут победителя не будет. Здесь оба человека как однозначно проиграют, так и выиграют. Но тут больше, конечно, проиграется, что вы выиграете. Выиграете вы и ваш партнер в том, что вы станете умнее, мудрее, в том, что признаете свои какие-то ошибочки, потому что я не буду здесь лукавить и говорить, что вы просто идеал, и свет клином на вас сошелся. Нет, у вас тоже есть пятнышки на вас. И, придется вам, конечно же, может быть, и это будет неприятно, но тем не менее осознание каких-то своих узких мест поможет вам в будущем для того, чтобы вы двигались вперед, росли, становились и крепче, и сильнее. Мои дорогие, вот эта борьба, она будет для вас полезной. Останетесь ли вы с этим человеком, скорее всего, либо если вы останетесь, то в другом качестве, да. Если вы встречались, то вы поженитесь. Если вы, например, там были партнерами по бизнесу, то вы разойдетесь. Вот такой момент происходит. Но тем не менее, это очень полезный момент. Знаете, я вижу, что у вас появится какое-то новое увлечение, новое хобби. Чем-то вы будете заниматься. В вашей жизни вот прям встреча идет, очень судьбоносная встреча с человеком, который вас будет вдохновлять. Вдохновлять на какие-то новые, я не знаю, может быть, увлечения, может быть, обучение, может быть, роль какая-то вот по жизни, да, там, я поэт, я там певец, я хочу английский знать, да, вот какой-то момент будет происходить. Я вижу, что вы благодаря этому человеку просто взлетите на недосягаемую высоту, вот что будет происходить. Так, дальше у вас вот прям идет очень четко по деткам. По деткам, если у вас были недопонимания в семье, да, например, там детки уже там подростки, либо взрослые детки, здесь я вижу, что вы найдете ключик, да, к вашему ребенку, ключик к семейному благополучию. То есть будут какие-то разговоры, может быть, они будут идти от сложного к простому, но тем не менее я вижу, что вы находите, благодаря своей интуиции, благодаря своей вот прям такой мудрости житейской, да, вы найдете правильный подход к своему ребенку, сможете договориться и сможете выйти на очень хорошие отношения. Дорога у вас идет, дорога интересная, дорога перемен, дорога, в которую вы пойдете в одиночестве, а вернетесь, как говорится, вдвоем. Да, либо вы друга приобретете очень хорошего, либо действительно любовь свою встретите именно в дороге. У вас несколько дорог, и одна из них вот именно такая, ресурсная, назовем ее, да. А вторая дорога у вас дорога победы. Вот благодаря вот этой второй дороге, у вас тут путь просто открыт, тут практически вам ничего не мешает. Разве что какие-то ваши, может быть, сомнения и переживания вам мешают. Дорога победы. Вы займете какое-то вот прям важное положение в обществе, на работе, среди своих коллег, в семье, да, признание какое-то получите. В этом плане вы молодец. Смотрите, главный рисунок — это любовь. Любовь двух людей, которые соединены одной дорогой. И я так скажу, что у вас роль вот в семье, в отношениях, она будет побольше, чем у мужчины, например, да, чем у вашего партнера. Это связано с тем, что вы сами по себе человек особенный. Прям особенный во всех смыслах этого слова. Вам предстоит еще понять, в чем ваша особенность. У каждого это будет свой какой-то неповторимый дар. Но, тем не менее, мои дорогие,
быть выше, главнее и сильнее — это не приговор, это скорее награда. Главное, чтобы вы, скажем так, не зазнались, да, и уважительно относились ко всем членам своей семьи и своего комьюнити. Мои дорогие, очень хорошие знаки, мне ваше гадание очень понравилось. На этой хорошей ноте я хочу закончить. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.